Всем привет, это школьные новости и с вами Елена Низовцева. Как и обещали, мы сделали еще один выпуск теленовостей. Большая их часть посвящена сильной половине человечества. Мальчики, с 23 февраля этот выпуск для вас. Тайные воздыхатели найдутся в каждом классе. Хорошо, что есть один день в году, когда можно выразить свои чувства – День всех влюбленных. 14 февраля в нашей школе работала почта, благодаря которой каждый ученик мог отправить признание в любви. Также в этот день прошла дискотека под музыку, выбранную школьным самоуправлением. К слову, дарите валентинки не только раз в году. Не скрывайте ваши чувства. Ученики нашей школы стараются быть умными и эрудированными. Это доказывает интерес к любимой игре «Что, где, когда». Подробности в репортаже Софии Мальцевой. 8 февраля в нашей школе проходит интеллектуальная игра «Что, где, когда». Она посвящена жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Давайте проверим, насколько хорошо ученики нашей школы знают этого великого русского поэта. За мной! В игре участвовали 17 команд. Помимо биографии Пушкина, учащимся предложили ответить на вопросы о его произведениях. Как говорили участники, вопросы были довольно непростые. Такие вопросы, как на каких зданиях Древней Греции были надписи «Здесь живут мертвые и говорят немые», или «Сократ говорил про себя, я знаю, что я ничего не знаю». Что он говорил о других людях? Задания заставили сильно задуматься. Но несмотря на это, у нас есть победители. Первое место завоевала команда 9 Д «Кудрявые поэты». Второе место разделили между собой два класса – 7 Д и 7 Б, а третье получили команды 7 К, 9 А и 6 К. Софья Мальцева, школьные новости. В нашей школе множество традиций. Одна из них – ежегодный митинг ко дню вывода советских войск из Афганистана. Об этом вам расскажет Лаптев Матвей. Сегодня, 16 февраля, мы собрались в своей школе, чтобы вспомнить наших героев – Целина Станислава, Карпова Игоря и Борща Олега. Россия празднует знаменательную дату – 29 лет, когда для советских солдат закончилась афганская война. Чувства и эмоции участников войны трудно передать. Ученики школы попробовали сделать это через трогательные постановки. Это боль, это горесть потерь, вместе с тем это память о друге. Это время свинцовых ночей и песчаная долгая вьюга. Это снова и снова в поход. Учащиеся исполнили песню «Спецназ», которая звучит в стенах школы каждый год. Ну что, всей школе желаю успеха, учителям, педагогам. У вас хороший патриотический дух в школе среди детей. Вот, чувство преданности Отечеству, стремление к лучшему, стремление роста. Это мне было очень по нраву. Матвей Лаптев, Александр Мирошниченко, школьные новости. В нашей школе учатся не только умные, но и сильные ребята. В феврале команда по волейболу заняла первое место среди школ Сыктывкара. Мальчики сыграли 6 победных матчей, ни разу не проиграв другим школам. Последнюю финальную игру ребята выиграли в сухую – 2-0. Молодцы! Сегодня в школе очень шумно. И в завершении масленичной недели здесь проходит блинная ярмарка. Во время школьных перемен ученики разных классов продавали вкусные блины. Угощения можно было попробовать как с вареньем, так с сыром и колбасой. Их с радостью покупали не только ученики, но и учителя. На протяжении ярмарки все были довольны и пытались заполучить лакомый кусочек по минимальной цене. 3 рубля! 3 рубля? 5 а кто дешевле? Кто дешевле? 1 рубль. Полина Романова, Арсений Тропников, Юрий Метелева. Школьные новости. Вкусный блин. В Сыктывкаре ежегодно проводится конкурс «России верные сыны». Наша школа вырвалась в финал военно-патриотических соревнований. Об итогах конкурса вам расскажет Дарья Огородникова. Мы находимся в 25-й школе, где проходят соревнования «России верные сыны». Наша команда вырвалась в финал и сейчас борется за призовое место. До финала соревнований добралось всего 8 школ. Открыла конкурс торжественная церемония. Специально для нашей программы мэр Сыктывкара оценил уровень игр.
но мероприятие традиционно организовано на хорошем уровне. Традиционно мы видим, что ребята очень стараются, пусть не всегда еще у всех получается, понимая, что это все-таки школьники, но вот это желание, эти блеск в глазах, это значит вот подготовка, она, конечно, чувствуется и очень приятно. Первое испытание – теория. Ребята показали знание топографических знаков и правил дорожного движения. Затем они продемонстрировали навыки стрельбы и физической подготовки. К этому мероприятию мы готовились к финалу, именно мы готовились 2 недели. То есть у нас прошел полуфинал, мы до этого готовились тоже 2 недели. После полуфинала мы готовились 2 недели. В целом получается месяц. Наша школа достойно выступила на этих соревнованиях. Стоит отметить, что ребята заняли 1-е место в военизированной эстафете. Мы очень надеялись на призовые места, но подкачала немножко теоретическая часть. Поэтому сейчас рассчитываем на 3-4 место. В итоге наша школа заняла 4-е место в общем зачете и получила кубок за строевую подготовку. 1-е место досталось 25-й школе. Дарья Огородникова, Алексей Злобин. Школьные новости. Школьная жизнь полна интересных событий. Все, что не попало в наш видеообзор, читайте на сайте школы и школьной газете. К слову, в марте выйдет долгожданный печатный выпуск. Ну а с вами мы увидимся через 2 недели, уже весной. Пока!